أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня мы хотим рассказать, те аспекты, которые считаются очень важными для мусульманина, о котором, Всевышний Аллах часто говорит в Священном Коране, и мы можем найти это в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мусульманин всегда должен быть близким ко Всевышнему Аллаху. Он должен находить время, совершать свои молитвы и возносить хвалу Всевышнему Аллаху. Мусульманин должен изучать ислам, знать его основы. В Священном Коране Всевышний Аллах говорит, что мы, мусульмане, должны стремиться к истине, чтобы мы всегда были правдивы и знали, что сама суть истины, она от Всевышнего Аллаха. В Священном Коране, в сурату Бакара, Всевышний Аллах говорит, это 147 аят, Всевышний Аллах говорит следующее. Астаизу билля аль-хаку миромбик. Поистине истина от твоего Господа, Всевышнего Аллаха. Фаля такунана миналь мумтарин. И не будь из числа сомневающихся. Этот аят по своей структуре не длинный, но очень много в себя берет. Если мы почитаем тафсир Исмаила ибн Касира или посмотрим комментарий ученого имама Зухайли тафсиру Аль-Мунир, или же можно посмотреть книги имама Аль-Куртуби, то мы найдем следующее, что эти ученые к этому маленькому аяту написали очень много комментариев, потому что Всевышний Аллах в этой суре, в этом аяте говорит о том, что мусульмане должны принять истину, которую ниспослал Всевышний Аллах, и все, что с ним связано. Если мусульманин уверует во Всевышнего Аллаха, признает ту истину, которую ниспослал Всевышний Аллах, и не будет из числа сомневающих, если он скажет искренне то, к чему призывал пророк Мухаммад, алейхиссалям, от всего сердца скажет, что нет Бога, кроме Аллаха, и надо в Него уверовать, что он мусульманин, верующий во Всевышнего Аллаха, что Мухаммад истинный раб и посланник Всевышнего Аллаха, то такому человеку за признание истины и его подтверждение, за то, что он не был из числа сомневающих или неверующих, Всевышний Аллах будет милостливый и милосердный. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «Фазкуруни азкурукум, вашкурули валя такфурун». В продолжении в сурату Бакара, Всевышний Аллах говорит: «А если вы будете меня поминать, будете меня восхвалять, будете ко мне обращаться, то тогда мы будем вместе с вами». Всевышний Аллах будет с такими мусульманами, которые не забывают о своем поклонении Всевышнему Аллаху, который обращается к Всевышнему Аллаху, находит время и совершает свои молитвы. С таким человеком Всевышний Аллах будет рядом, он будет ему помогать, он будет его поддерживать, он будет рядом с ним. Всевышний Аллах нас учит в Священном Коране. В сурату Бакара Всевышний Аллах говорит: «Вашкурули валя такфурун». За те блага, которые Аллах нам дал в этом мире, мы должны благодарить Всевышнего Аллаха. Мы должны восхвалять Его имя и быть довольными, быть терпеливыми, быть справедливыми, придерживаясь истины. Если мы это будем делать, то тогда Всевышний Аллах будет принимать наши молитвы, будет наставлять нас на истинный путь, будет давать нам рызык, здоровье и благополучие, а в судный день Он нас простит,
будет близок к нам, сохранит от огня ада и ведет в рай. Всевышний Аллах говорит: после того, как ты научился благодарить Всевышнего Аллаха, «Валя такфурун», не будь из числа тех, которые совершают неверие, которые проявляют высокомерие, которые грешат и не думают об этом, которые забыли судный день, что они предстанут перед Аллахом, которые забыли Всевышнего Аллаха и, не боясь Его, обижая людей, совершают несправедливость. Всевышний Аллах говорит, что таких людей ждет наказание. Поэтому будьте осторожны, братья и сестры мусульмане. Мы должны вести свой образ жизни в соответствии шариата, в соответствии священного Корана и сунны пророка Мухаммада, алейхиссалям. Всевышний Аллах говорит: «Я аюхаллязина аману», о те, которые уверовали. Обратите внимание, так как это делали ученые-муфасиры, как это делали ученые-мухаддисы и факихи, когда речь идет о том, что Всевышний Аллах говорит о те, которые уверовали мусульмане, то к таким людям Всевышний Аллах в первую очередь обращается как к верующим. Поэтому мы, братья-мусульмане, должны обращать внимание на эти наставления, которые делает нам Всевышний Аллах в Священном Коране. Аллах говорит: «Я аюхаллязина аману, истаину бисобри вассаля». Здесь Всевышний Аллах говорит о двух, благородных качествах мусульманина, которые у него должны быть. И Всевышний Аллах называет их терпением и совершением молитвы перед Всевышним Аллахом. Если вы хотите быть близки к Всевышнему Аллаху, то проявляйте всегда и во всем терпение. Будьте из числа терпеливых людей, либо Всевышний Аллах, Он любит терпеливых. И будьте из числа тех, кто совершает свои молитвы, кто совершает свои, дуа, свое поклонение перед Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах в этом аяте говорит: «Инна Аллаха ма'ас-сабирин». Всевышний Аллах из числа тех, которые совершают терпение в этом мире. Таким людям Всевышний Аллах будет милостливый и милосердный. Мы, совершая, в этой жизни те или иные поступки, всегда должны знать, братья и сестры мусульмане, что есть шариат, и мы должны его изучать и по нему жить в этом мире. Если мы его будем совершать, Аллах будет с нами. В этой жизни, как Аллах дает нам благодеяние, добрые дни, но вместе с этим бывают дни испытания, когда нам бывает порой эти испытания выдержать тяжело. Но Всевышний Аллах нас предупреждает и поддерживает нас. Он говорит: «Аллазина иза асабатхум мусибатун». А когда те, которым было неиспослано какое-либо испытание, они обращаются к Аллаху, они говорят: «Калу инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун». Поистине мы принадлежим Аллаху, поистине мы к Нему возвращаемся. И те люди, которые могут это делать, те люди, которые могут уповать на Всевышнего Аллаха, Аллах будет с ними вместе. Иншаллах, пусть Всевышний Аллах ко всем нам будет милостливый и милосердный. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.